В Нерюнгри между тем ведут реконструкцию культурно-этнографического центра «Балаган». Для этого сооружения разобрали практически до основания, что вызвало беспокойство и вопросы у некоторых нерюнгринцев. Наш корреспондент из Южной Якутии Екатерина Павлова узнавала, с чем это связано и как продвигаются работы в настоящее время. Уникальный архитектурный комплекс, построенный в виде традиционного якутского жилища летней урасы и зимнего балагана, был построен в 1999 году. С тех пор центр стал настоящим домом для всех национальных общин. В балагане одинаково весело и задорно проходят мусульманский Навруз и бурятский Сагалган, украинские осенины и якутский сэх, выставки изделий народных мастериц и кулинарные конкурсы между общинами. При центре действует несколько клубных формирований. За 20 лет существования центра регулярно проводился его текущий ремонт. Была произведена замена дверей, электромонтажные работы, установка новых окон. Сегодня текущим ремонтом обойтись не удалось. Все мы знаем, что дерево – это у нас не вечный материал, натуральный материал. Мы решили полностью реконструировать, что малую урасу, что большую урасу. Вот в этом году нам финансирование дали на капитальный ремонт малой урасы. Финансирование на ремонт было выделено учредителями центра районной администрации. В конце осени Балаган вновь распахнет свои двери в том же виде, того же размера, но с новыми материалами. Производятся демонтажные работы. Работа идет по закупке материалов новых. Цель здесь работы – это замена металлического, то есть замена деревянного каркаса на металлический каркас. Культурно-этнографический центр в настоящее время значимый проект по сохранению национального достояния и культуры. Здесь люди могут глубже проникнуться духом Южной Якутии. Самый главный принцип этого небольшого культурного комплекса – все народы равны между собой, и каждый из них имеет право на сохранение культуры и традиций. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.